Прошу уволить меня с Вооруженных сил Республики Беларусь по собственному желанию, так как вышестоящее командование передо мной поставило выбор, я выбираю народ. Перед выборами к нам приезжал с вышестоящего командования один полковник, который проводил такую пропаганду, что, естественно, что в нашей стране хорошо жить и что надо, соответственно, свой выбор сделать за нынешнюю кандидатуру. Брошюрки были такие, что если вот вывозили там срочников на голосование, то им давали уже такие брошюрки, чтобы они уже, соответственно, направляли их на свой выбор. В процессе, когда было 9-10 число, то да, были у нас усиления, и уже после этого уже запрещено было даже по форме выходить в город, чтобы вот на тебя не набрасывались люди. Говорили, что там все это проплаченные люди, все это алкоголики, наркоманы, тунеядцы. Нам командир, насколько ему было тяжело, не знаем, но он нам сделал такое заявление, что кто против нынешней нашего вот этой политики, те могут писать рапорта. Ну и, соответственно, я такой выбор сделала. Я написала рапорт, сразу же ему отдала. Прошу уволить меня с Вооруженных сил Республики Беларусь по собственному желанию, так как вышестоящее командование передо мной поставило выбор, я выбираю народ. Потому что мы присягали народу. Наша присяга звучит, что мы присягали народу. Это как каждый офицер, каждый военнослужащий по контракту, каждый военнослужащий срочной службы, они всегда присягают народу. Но в тот же день, когда я написала рапорт, еще написала 2 человека, и позже 2 или 3 тоже ушли, 5 человек, 4 или 5 человек ушло. Там именно такая вот была давящая политика, что то есть ты находишься в коллективе таком, что твое мнение, оно должно оставаться при себе, то есть ты его не должна высказывать, потому что не удовлетворяет твоих руководителей, твоих начальников, что ты вот что-то там высказываешь. И есть, конечно, люди, которые просто считают, что вот это и так хорошо, и при той, и если что-то поменяется, значит хорошо, если что-то не поменяется, им тоже будет хорошо. То есть, потому что они боятся за свои заработные платы, за свои погоны, за свою стабильность, за свою пенсию. Если прикажут идти, значит пойдут. Если скажут, наверное, стрелять, значит будут стрелять. Задавали вопросы вот на этом совещании командиру, что я уже тогда ушла, но говорили, что если надо будет, мы будем стрелять. Командир от этого ответа воздержался. То есть он не сказал, не дал им такой стабильности, что нет, вы не будете в людей стрелять. Они, видимо, ко всему готовы. Как человек, да, я чувствую себя очень спокойно, что у меня моя совесть, она чиста, я сделала правильный выбор. Но, с другой стороны, понимаю, что все-таки при желании наш руководящий состав может, естественно, как-то еще повлиять и как-то может даже какой-то там, я не знаю, угрозы какие-то. Все это возможно у нас. Первоначально сразу же эти были высказывания, что нельзя никуда ходить, сразу со службы домой, с дома на службу. Как я всегда говорила, что у каждого человека есть выбор. И его нужно вовремя сделать, чтобы у тебя была чистая совесть, чтобы у тебя было спокойное сердце и спокойная душа, и чтобы потом своим детям тебе не стыдно было смотреть в глаза. Ведь если мы, наверное, молчим, значит, мы участниками становимся насилием, если мы действительно это все молчим и умалчиваем в себе.